В этом году программа фестиваля очень насыщена. Открытие пройдет в Государственном русском театре драмы имени Фазили Искандера с премьеры спектакля «Софичка» по одноименной повести классика, поставленного силами студентов 3-го актерского курса Абхазской студии Театрального института имени Бориса Щукина. Режиссер и автор постановки Елена Одинцова. Директор Международного фонда «Стоянка человека» Шазина Агарба рассказала, в чем особенность нынешнего фестиваля. В последний день 3-го фестиваля у нас показ фильма совместно с Домом юношества «Время счастливых находок». Здесь тот Сухум, которого даже вы, может, уже не помните, как фильм тоже сделан давно. Будет конкурс детских рисунков. И будет впервые такая экскурсия по местам Чика, по Сухуму. Шазина Агарба отрадным назвала тот факт, что молодое поколение читает Искандера, ведь детям нужно прививать любовь к творчеству писателя с малых лет. В рамках фестиваля в эфире Абхазского телевидения пройдет премьерный показ и открытое обсуждение художественного фильма «Софичка» по одноименной повести Искандера. Художник и куратор фестиваля «Стоянка человека» Алексей Чачбашир-Вашидзе отметил, что это очень интересно, когда по одному произведению одновременно ставится спектакль и снимается фильм. Это всегда интересно, да, потому что с одной стороны есть спектакль, да, который по жанрам спектакля поставлен, по жанрам театра поставлен, и один автор, и одно название, и один спектакль. И с другой стороны фильм, который тоже называется «Софичка», и тоже по этому же произведению, но это уже языком кинематографа как бы он сделан. И всегда это как бы вот у нас есть возможность посмотреть и это, и это. Конечно, это не соревнование двух жанров, потому что кино не может соревноваться с театром и театр с кино. Да? Третий день фестиваля будет полностью посвящен детям. 22 июня в Сухумском доме юношества пройдет конкурс детского рисунка на основе различных сюжетов из произведений Фазили Искандера. Также запланирована экскурсия «Карта Сухум-Чика» по Мухусу. Экскурсионный маршрут начнется у дома Чика. Далее по местам, описанным в рассказах о Чике. Наала Коф, Ильдар Дамиров, Абхазское телевидение.